Проблем со здоровьем нет, а значит, по зданию военного дела готов. Служат и учатся в высших и средних учебных заведениях только здоровые люди. Именно поэтому абитуриенты проходят обязательную медицинскую комиссию. Магомед Гадиев мечтает поступить в престижный военный вуз. Все документы собраны, остались только нюансы. С профессией давно определился, надеется, что баллы по ЕГЭ тоже не подведут. Традиционно Министерство обороны России направляет в регионы места для поступления в военные вузы. Для Ингушетии предоставлено 185 мест для высших и 42 для средних специальных учебных заведений. Поступить в высшее заведение могут молодые люди, которые достигли 17-летнего возраста и имеют проходной балл по ЕГЭ. Для некоторых вузов важна также обязательная сдача экзамена по плаванию. Помимо этого, значит, физика, математика, русский, то же самое, есть предметы, где в каждом вузе есть свои, значит, предметы сдачи. То же самое на это обратили внимание. Значит, что касается среднего образования, да, я как сказал, у нас 42 их. Это ребята, конечно, могут там чуть-чуть меньше, значит, проходных мероприятий, я имею в виду и баллы ЕГЭ, и ну, там надо учиться 3 года. Если мы здесь в высшее военное учебное заведение надо 5 лет учиться, то здесь 3 года. На сегодняшний день в стране обучают военному делу более 70 профессиональных вузов. В тройку лучших из них входит Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, Военно-воздушная академия имени первого космонавта Гагарина и Военная морская академия северной столицы. В комиссариате республики просят ингушских абитуриентов обратить внимание на морские военные вузы. В Ингушетии есть свой военный корабль, который сейчас стоит на боевом дежурстве. Время подать документы есть, поэтому сейчас важно выбрать нужный вуз. Вот прямо сейчас уже определиться с вузом, это, естественно, посмотреть, какая тяга у этого парня, то есть где у него душа лежит. Потому что я же, опять же говорю, очень много есть. И есть десантный вуз, и, значит, есть и общевойсковые, и железнодорожные, и военно-космические. То есть диапазон очень большой. Что ему по сердцу, и танковые войска, пожалуйста. Поэтому пусть подходит, мы ему дадим перечень. Желательно, конечно, чтобы подошли родители. В военкомате на потенциального абитуриента оформляют личное дело, проводят тесты на профессионально-психологическую ориентацию и пригодности к обучению в выбранном вузе. По профессиональному психологическому отбору у нас есть тестирование на специальных машинках, то есть автоматизированных машинках. Они проходят профессиональный психологический отбор, проходят медицинские освидетельствования. После того, как они все это проходят, готовится личное дело призывника и отправляется в приемную комиссию вуза, там на месте. Сейчас у нас изъявили желание 13 человек в различные военные вузы. Это военный университет Москва, прокурорско-следственный факультет, а также общевойсковая академия Москва, Ярославское ПВО, военно-воздушные летные училища. В прошлом году, то есть это получается в 2020 году у нас поступило 10 человек, но по сравнению с позапрошлым годом это меньше, конечно, динамика уменьшается. В определенных вузах есть свой порядок прохождения к обучению. К примеру, абитуриенты должны пройти специальное тестирование. Военный комиссариат республики просит желающих поступить поторопиться. Заявления будут приниматься до апреля, а уже в мае полный пакет документов должен быть в высших или средних учебных заведениях. Ирина Сычева, Магомед Шаухалов. Новости 24.